Добрый вечер. Вы смотрите программу «Территория права» и я, Елизавета Чистоедова. Современные женщины все чаще осваивают профессию следователя, ранее считавшуюся исключительно мужской. Девушки-следователи Следственного комитета Якутии ломают стереотипы, делом подтверждая не только присущие им силу духа и железный характер, но и недюжинную физическую выдержку. О том, может ли хрупкая девушка стоять на страже закона наравне с мужчиной, помогает ли в работе интуиция и отличается ли женщина-следователь от обычной женщины. Именно об этом мы сегодня побеседуем с женщинами в погонах. Татьяна Кузьмина, следователь отдела по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике, капитан юстиции. Окончила с отличием Северо-Восточный федеральный университет по специальности юриспруденция. В ее производстве находится ряд сложных уголовных дел по преступлениям, которые вызвали широкий общественный резонанс. В кратчайшие сроки она восстановила картину преступления, связанного с похищением и изнасилованием. Собранные ею материалы легли в основу обвинительного приговора преступникам. 19 сентября 2019 года Татьяна Кузьмина награждена благодарностью председателя Следственного комитета Российской Федерации. Здравствуйте, Татьяна. Вообще бытует мнение, что охота за преступниками – это все-таки мужское дело. А почему вы, такая хрупкая девушка, решили стать следователем? Здравствуйте. По поводу профессии следователя могу сказать, что некоторые мечтают стать с детства следователями, да, смотрят фильмы, романтизируют образ следователя. А я все-таки уже в осознанном возрасте сделала выбор. Когда училась на юридическом факультете, у нас были очень хорошие преподаватели, которые проявили наши способности в области юриспруденции и заинтересовали дисциплины криминального цикла уголовное право, процесс, криминалистика, криминология. Поэтому на втором курсе появилась возможность попробовать себя в качестве общественного помощника следователя. Я пошла в следственный отдел по городу Якутску, в Следственное управление Следственного комитета по нашей республике. И там проработала 3 года в качестве общественного помощника. Это во время учебы, да? Да, во время обучения на юридическом факультете. И уже выбрала, скажем, профессию осознанно. Вообще, все-таки женщина слабый пол. Как вы считаете, это правда так или нет? Вы может, в какой-то мере слабый пол, но тем не менее мои коллеги, особенно которые работают в условиях Крайнего Севера, в северных районах нашей республики, ежедневно доказывают обратное. Происшествие случается у нас во всех местах, куда ступает нога человека, да, в труднодоступных местностях, и они выезжают на любое происшествие, в любую погоду, и при любых условиях, на любом транспорте, на буране, на оленях, на самолете, хоть куда, когда и где. Поэтому я не считаю женщин слабым полом. А как вы отреагировали, когда первый раз выехали на место преступления? Какое вообще преступление было? Первое место преступления, куда я выезжала, это было убийство. Конечно, изначально чувство страха, чувство сострадания, да, и все свои эмоции нужно отключать, потому что от работы следователя на месте происшествия первоначально зависит, предстанет ли виновное лицо перед судом, да. И от того, как следователь организует работу на месте происшествия, от того, каким образом он зафиксирует обстановку в протоколе осмотра, зависит дальнейшая судьба людей, скажем, да, которые сопричастны к данному происшествию, преступлению. Поэтому все эмоции отключаются, преобладает чувство ответственности, и уже сосредоточенно проводишь только свою работу. А что за преступление было? Первое преступление, на которое я выезжала, это было убийство. Во время несения суточного дежурства поступило сообщение от оперативного дежурного одного из отделов полиции о том, что на дачном участке обнаружен труп неизвестной женщины. Я выехала в составе следственной оперативной группы на место, и при прибытии каких-либо
данных абсолютно о ее личности, о произошедшем не было, свидетелей не было. Труп был обнаружен молодой парой, которая несколько дней отсутствовала дома и по прибытию обнаружила эту картину у себя на даче. Да? Незнакомые женщины. Незнакомые женщины, да. Даже такое бывает, скажем. И они были перепуганы, ничего пояснить не могли. После осмотра мы направили все объекты, которые были изъяты, предметы, следы рук на исследование и ждали результатов экспертизы. В это время уже спустя несколько дней тело личной женщины идентифицировали, и была установлена оперативными сотрудниками семейная пара, которая накануне была замечена с данной потерпевшей. И в ходе их допроса мужчина, выяснилось, судим 9 раз за совершение особо тяжких преступлений против личности, собственности, которые некоторые из них были с особой жестокостью, издевательствами с потерпевшим. Да? Это уже я выяснила в ходе изучения личности, в ходе изучения его приговоров, да, которые были потом истребованы из суда. И он полностью отрицал свою причастность, говорил, да, мы были с ней, потом она осталась, куда-то ушла, выдвигал свое алиби. Супруга, конечно же, это подтверждала. И уже как бы законных оснований задерживать не было, при нем следов преступления обнаружено не было. И учитывая его личность, поведение, да, как он агрессивно мне отвечал на вопросы и выдвигал разные алиби, отрицал свою причастность, оснований его задерживать не было, нужно было их отпускать. Да? А с учетом его личности уже следователю понятно, что потом его найти будет крайне трудно или невозможно. Да? Будучи, скажем, опытным рецидивистом, он мог скрыться с места предварительного расследования. Поэтому мною было принято решение провести очную ставку. Хотела протянуть время, чтобы оперативные сотрудники привели свидетелей, поскольку они отрабатывали по данному уголовному делу большое количество людей и опрашивались знакомые, да, и была надежда, что найдется свидетель. Потом уже звонка от оперативника все не поступало, провела очную ставку, и в это время от эксперта поступило сообщение о том, что результат экспертизы, исследования по следам рук, данное лицо, которое заподозрено было и допрошено в качестве свидетеля, оставило следы рук на месте преступления. Поэтому уже под давлением доказательств он решил признаться в совершенном преступлении. Вот такое первое происшествие было, убийство. А вообще работа следователя сложная? Да, работа следователя, конечно, трудоемкая, сложная. Нужно отдавать всего себя профессии, да, и профессия следователя не только специальность или профессия, это скорее образ жизни. Нужно привыкнуть к этому, постоянно находиться в круговороте, скажем, событий. Да? Очень много людей встречается на нашем пути. Из разных слоев населения учиться нужно, с ними со всеми общаться, находить общий язык, каждому объяснить, да? Суть проводимого следственного действия или расследования, да? Чтобы каждый правильно понимал. И профессия многогранна. Уголовное право, уголовный процесс охватывает все сферы общественных отношений, поэтому с каждым уголовным делом, будь это преступление против личности, экономика, коррупция, или же врачебные преступления, да, ятрогенные мы называем, все это требует дополнительных знаний, поэтому каждый день приходится нам учиться и совершенствоваться, чтобы наравне, скажем, разговаривать уже со свидетелем, обвиняемым, потерпевшим. И все-таки где-то там психолог, да, наверное? Да, где-то еще психологом надо быть. А бывает так, чтобы, ну вот, хотелось вообще отказаться от уголовного дела? У нас уголовные дела распределяются руководителям следственных органов. Да? Они у нас очень опытные, мудрые, и они видят, какой следователь справится с тем или иным уголовным делом, поэтому они учитывают опыт работы следователя, его качество, да, его специализацию, поэтому
Мы никогда не отказываемся от уголовных дел. Все-таки, если следователи отказывались бы от уголовных дел, это уже порождало бы какие-то проблемы. И все, что поручается руководителям следственного органа, мы уже с честью, достоинством пытаемся завершить, и уже чтобы было принято законное, обоснованное решение. Все-таки у вас работа же такая ненормированная, то есть не с 9 до 6, вы можете круглосуточно работать. Да. Вот, а вот как не выгорать на работе эмоционально? Можно же как-то вот поникнуть или там устать, я не знаю. Не выгорать на работе. Основной принцип, которого мы придерживаемся, да, это оставлять работу на работе в прямом, переносном смысле. Никогда не брать процессуальные документы или какие-либо даже мысли с собой домой. Да. Когда ты выходишь, ты уже становишься чьей-то дочерью, сестрой, внучкой, женой, мамой, да, подругой. Поэтому надо отделять работу от своей жизни и слишком близко к сердцу не воспринимать. Но не всегда так получается, да, с нашей работой, но мы стараемся придерживаться этого принципа. Все-таки сложно, наверное, да, отделять работу от... Допустим, даже я, вот, например, думаю, все равно вот дома не буду думать о работе, а все равно в голове это крутится. Ну, все равно крутится, да. Вот. А что такое вот важные, особо важные дела? Все уголовные дела, которые имеются, возбуждаются, это особо важные. Да? Наш отдел именуется отделом по расследованию особо важных дел, поскольку там работают наиболее опытные следователи республики, да, и расследуем все преступления, которые вызвали широкий общественный резонанс, совершены в условиях неочевидности. Серийные преступления могут быть многоэпизодные, которые требуют больших затрат и усилий. При нашем отделе имеются отделения по расследованию преступлений прошлых лет, да, и именно они занимаются всеми уголовными делами, когда они были приостановлены по тем или иным причинам. Да. Сейчас уже современные возможности техники возросли, поэтому, применяя эти способы, они уже скрупулезно посвящают себя работе с этими делами и делают, скажем, рабочим принцип неотвратимости наказания. А вот обычно бывает, что у людей преобладает несколько, ну, такие романтичные, да, представления о будущей профессии. Насколько вот ваши ожидания совпались, так скажем? Так как детской мечты не было работать следователем, и как-то детективные фильмы или даже передачи «Криминальная Россия», которую все смотрели, да, я не смотрела, поэтому уже как-то в осознанном возрасте выбор был, поэтому профессию не романтизировала уже. Потому что уже представление имели, да, что это такое. А за что вообще вот следователь любит свою работу? Работа следователя — это напрямую работа, которая ведет, скажем, к справедливости и восстановлению нарушенных прав. Будь это оплатили работнику заработную плату, да, которую длительное время не оплачивали, будь это возместили ущерб имущественный, или же, конечно, восполнить утрату человека невозможно, да, горе в семье никак не загладить, но тем не менее мы делаем ту работу, по результатам которой виновное лицо предстанет перед судом и получит свое наказание. А вы прослеживаете, да, свои дела в судах? Все уголовные дела, которые нами расследуются, каждым следователем отслеживаются до вступления приговора в законную силу, поскольку в ходе расследования могут, точнее судебного рассмотрения, могут возникать какие-либо проблемы, которые требуют участия следователя. Это то же самое касается обеспечения явки свидетелей в суд, да, и исполнения приговора в части вещественных доказательств. И в любом случае самому следователю интересно, да, чем закончилось дело. Да, дело, поэтому мы отслеживаем. А почему вот в основном суды соглашаются с прокуратурой, вот, со следствием? Потому что перед тем, как уголовное дело с обвинительным заключением поступит в суд, мы делаем большую работу, отсеивая
проверяя все версии, отсеивая невиновных лиц и лицо, которое действительно причастно к совершению преступления, ему предъявляется обвинение и собирается определенный круг доказательств, которые лежит в основе этого обвинительного заключения. Поэтому в большинстве своем, конечно, суды, рассматривая уголовные дела, скажем, соглашаются со следствием и прокурором. И все решения следователей согласуются с руководителями следственных органов, да, проверяется прокуратурой, поэтому ошибок быть не должно, и ошибок мы не допускаем. А есть ли случаи отказа в возбуждении уголовного дела? Бывает такое? Конечно, потому что поступает очень много сообщений о преступлениях, да, будь это заявление граждан или любое сообщение об обнаружении трупа, да, каждое сообщение подлежит проверке, по результатам которой, если, допустим, смерть человека наступила по естественным причинам, не носит насильственный характер, это уже решение об отказе в возбуждении уголовного дела, да, или какие-то гражданско-правовые отношения. Лицо полагает добросовестно, что совершено преступление, в ходе проверки установлено, что это плоскость все-таки гражданского права, это тоже отказ в возбуждении уголовного дела. А к чему вообще вот невозможно привыкнуть? Привыкнуть невозможно к смерти человека, да, и горю потерпевших. Их нужно каждый раз выслушать, успокоить, и все-таки нужных слов ни для кого не найдешь, и невосполнимая утрата, к этому нельзя привыкнуть. А были ли моменты, когда хотелось бросить свою работу? Трудности на работе, конечно, возникают, и мы любим свою работу, мы преданы своей профессии, поэтому, конечно, относимся к профессии с уважением, с достоинством, потому что от нашей работы зависит очень многое. Это торжество справедливости, это виновное лицо, чтобы предстало перед судом, неотвратимость наказания, поэтому, осознавая всю ответственность своей работы, никогда с таким отношением к работе не подходим. Спасибо, Татьяна. Ну и традиционно поздравления с Международным женским днем своих коллег. Что вы пожелаете своим коллегам? Всем своим коллегам пожелаю здоровья, профессиональных успехов дальнейших, терпения, да, и все-таки, как я уже говорила, оставлять на работе и семейного благополучия. Я вам тоже желаю всего хорошего, боевого настроя, терпения, сил и успехов. Спасибо, Татьяна. Надежда Дворецкая, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха-Якутия по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации, полковник юстиции. Окончила Московский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности юриспруденция. Работала милиционером патрульно-постовой службы, оперативным сотрудником, дознавателем. Служила в управлении по незаконному обороту драгоценных металлов и камней. 7 лет отслужила в Государственной автоинспекции города Якутска. С 2008 года является сотрудником Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха-Якутия. Общий стаж службы в правоохранительной системе составляет почти 30 лет. Замужем, имеет 3 детей. Надежда, вы любящая мама, любящая жена, мать 3 детей. Как вы вообще вот совмещаете такую тяжелую, сложную работу и семью? Ну, вы знаете, наверное, каждой женщине, которая несет службу в правоохранительных органах, либо в каких-то силовых структурах, тяжело совмещать, на самом деле, потому что здесь очень важна поддержка со стороны семьи. Я вообще считаю так, что либо близкие понимают работу, которую выполняет женщина, довольно-таки напряженную иногда работу, либо просто нет семьи. Потому что часто на моей практике бывает так, что женщины действительно очень допоздна несут службу и расследуют уголовные дела, и вообще в силу определенных обстоятельств, да, порой даже не покидая пределы следственных отделов. Но здесь, конечно, очень важно понимать со стороны близких, что раз их любимая жена, мама выбрала такую профессию, то ее просто нужно в этом поддержать. Это очень важно. А как ваша семья относится?
Ну, конечно, моя семья — это отдельная история, потому что на протяжении многих лет бывали разные случаи, но всегда близкие мне люди меня понимают. И во время службы получилось так, что я стала мамой 2 мальчиков-двойняшек. И здесь, конечно, близкие очень поддержали, как с моей стороны, как моя мама, сестра, так и со стороны моего мужа, за что, конечно, я им безмерно признательна. Потому что, когда моим мальчикам было 4 месяца, я уже вышла на работу на половину рабочего дня, и действительно я сначала сомневалась, но потом просто пришлось взять себя в кулак, всю свою волю, и просто идти делать свою работу. Расскажите немножко о своей семье. Ну, у меня старшая дочь Екатерина, она моя гордость, можно так сказать, потому что девочка прошла очень сложные времена, когда мне пришлось поменять место жительства, уехать из поселка Депутатского, где я родилась, приехать сюда, в Якутск, и мы с ней 1,5 года, можно сказать, кочевали из одной квартиры в другую. Приходилось много и по съемным квартирам ездить. В это время я служила в управлении по незаконному обороту драгоценных металлов и после перешла в ГИБДД, в отдельный батальон дорожно-патрульной службы, и дочь практически все время была со мной. То есть она и в патрульных машинах со мной ездила, и вообще не знаю, как она, конечно, выросла в таких условиях, но ребенок прошел очень много, и она не избалованный человек, она очень скромна в своих желаниях, она очень терпелива. Наверное, свою роль все-таки сыграла вот эта какая-то трудность, трудные времена, которые пришлись на пору ее детства. Вот. Но дети, малыши, они им сейчас 10 лет, они являются обычными мальчишками, они любят и пошкодить, они любят и где-то не выучить уроки. Всякое бывает, потому что мы, мамы, понимаем, что самая прекрасная пора — это детство. И, наверное, очень многого от детей требовать — это не совсем правильно, тем более в наше сложное время, когда со всех сторон ожидают какие-то различные опасности, атаки. Мы это все видим, прекрасно понимаем. И чем дольше дети остаются детьми, это, наверное, все-таки тем лучше. Поэтому стараемся как-то в этом их немножечко поддерживать. Они занимаются спортом. Один занимается баскетболом, второй дзюдо, делают определенные успехи. Папа очень много с ними времени занимается, проводит, В основном заменяет маму. Да, потому что маме некогда, мама работает. Здорово. Ну, в общем, конечно, семья — это отдушина, которая всегда поддерживает и которая разделяет мои интересы. Это очень важно. Да, а вот как вы вообще абстрагируетесь от эмоций? Удается вообще? У меня есть один секрет, о котором знают все мои друзья, близкие, наверное, все коллеги. Когда вообще я считаю, что человек, у которого очень много в памяти, в глазах различного негатива, различных страшных вещей, о которых как раз и говорила моя коллега Татьяна, здесь очень важно действительно иметь какую-то такую отдушину, которая полностью исключает все эти картины, воспоминания, переживания и так далее. Мне очень нравится путешествовать по России. Я не покидала пределов нашей любимой Родины и надеюсь, что не сделаю этого, потому что я считаю, что в нашей стране очень много мест, которые можно посмотреть и которые очень многому научат. Я глубоко убеждена в том, что наша природа, она позволяет человеку действительно искренне расслабиться и соединиться даже, может быть, в некоторых моментах. Я это очень чувствую, чутко, не знаю, почему так произошло. Очень часто мы бываем в Нижегородской области в силу определенных причин. У меня папа родом из Горьковской области, из Нижегородской губернии. Ну, не зря же говорят, что именно родословная, родная земля дает силу. Да, есть такой момент. И я стараюсь как можно больше времени со своими близкими проводить на берегах Волги, потому что, на мой взгляд, это место, которое, мое тотемное место, наверное, с которым мы определенные такие тайные взаимоотношения у меня есть, скажем так. Мне очень там нравится. Я считаю это место одним из действительно мест, которые дают мне силы. Это действительно так и есть. И если определенное количество времени я там не появляюсь, я начинаю морально болеть, мне становится тяжело, я становлюсь нервной. Поэтому, конечно, путешествия, приключения, созерцание именно красоты природы и закаты, рассветы, костер, это, конечно, потрясающе. Это то, что должен, наверное, прочувствовать каждый человек в любом месте, где бы он ни жил.
Вот вы такая романтичная женщина, да? И почему вот выбрали именно такую сложную профессию? Вы знаете, очень трудно сказать. Наверное, я вот никогда в жизни не думала, что я буду носить погоны, потому что с глубокого раннего, наверное, детства я мечтала посвятить себя совсем другой профессии. Я мечтала стать тренером верховой езды. Я очень люблю до сих пор лошадей. Вот почему у вас грация. Спасибо. Но, наверное, в какой-то момент произошла смена приоритетов, потому что мама на тот момент меня не поддержала в выборе профессии, и, в общем, пришлось, скажем так, поменять. Но я тогда была очень обескуражена, потому что я не знала, кем я хочу стать. Определенный момент был несколько лет после окончания школы, когда я определялась. Ну и в определенный момент, когда мама служила уже в милиции на тот момент, я приходила к ней, скажем так, в гости. Мама тоже, да, в милиции служила? Мама служила в милиции, она очень такая женщина у меня строгая, дисциплинированная. И, наверное, без преувеличения скажу, что коллеги, которые несли с ней службу, до сих пор ее вспоминают как такую энергичную, строгую. И они как говорят, что когда Людмила Николаевна заходила в районный отдел, это было сразу слышно. Поэтому она такая очень, очень хороший, замечательный человек, позитивный. Вот. Ну и как-то вот это все пошло. Я видела, как работают оперативные сотрудники, как работает дежурная служба. И это все как-то настолько повлияло, да. И вот эта разница в каких-то художественных картинах и явь, когда ты видишь, когда заводят человека в наручниках, который своим каким-то таким, знаете, звериным взглядом смотрит по сторонам, но это настолько глубоко у меня осталось в памяти, потому что действительно вот работа правоохранителей, она же основной посыл — это изменение, попытка изменения людей, которые сделали какую-то ошибку, которые совершили какое-то преступление. И когда я воочию вижу, как работают наши следователи, к ним приводят ведь совершенно разных людей. Это могут быть и асоциальные личности, но это могут быть и довольно-таки высокопоставленные люди, и которые с течением следствия, знаете, у них спесь вот это несколько сбивается, когда они понимают, что действительно следователь ведь четко выстраивает тактику следственных действий, допросов, каких-то очных ставок и так далее. И вот в этом и состоит его мастерство, я думаю. И когда люди меняются уже в своем поведении, в своих взглядах, вот мне очень нравится смотреть вот эту, знаете, определенную стадии становления этих людей, да, когда они понимают, что действительно, ну все, то есть уже ни адвокаты не помогают, ни какие-то выстроенные там линии защиты и так далее. Ну, это очень интересно. Вот, Надежда, мы с вами, оказывается, давным-давно уже знакомы. Так как я вас помню, вы работали, вот говорите, в ГАИ города Якутск, да? Тогда еще вели передачу, я помню, да. Вот, достаточно долго, 7 лет там отработали. А почему решили перейти в Следственный комитет? Ну, вы знаете, честно говоря, для меня самой это была неожиданность, потому что на тот момент наш батальон уже переехал в здание на улицу Автодорожная, там у меня был очень большой кабинет, я мечтала сделать там определенную студию и так далее, чтобы писать подводки различные из кабинета, не выходя. И была эта возможность, это, в принципе, было все реализуемо, но в один прекрасный день раздался телефонный звонок у меня в кабинете, это был 2008 год, позвонил наш уважаемый ветеран. На тот момент он был у нас руководителем отдела кадров, Ильчебаев Рауф Фасхидинович. И очень просто, очень по-доброму сказал, что вот мы бы хотели вас пригласить на службу. Есть такое... Я совершенно была выбита, честно говоря, из колеи, потому что для меня это была очень большой неожиданностью в действительности. И 2 недели я думала, как сейчас помню, потому что коллектив у нас был очень дружный, очень сработанный. Мы ездили и в выходные праздничные дни в патрулях, и с камерой телевизионной. То есть, ну, очень динамичная была работа, очень такая, знаете, то, что я люблю. Вот. И вот, да, вот так и получилось. Я приехала уже в Следственный комитет, побеседовала с Рауфом Фасхидиновичем, с руководством. И я поняла, что это, наверное, какая-то определенная ступень дальнейшего своего профессионального развития. И вот после 2-недельного раздумья, я еще думала так, как-то вот перешла на службу уже совершенно другую. А вот сейчас женщин-следователей становится больше и больше. Как вы думаете, что ими движет? Ну, наверное, как я могу предположить, как и все, наверное, может быть, женщина — это вообще такая, на мой взгляд, категория человечества, которую трудно как-то предугадать.
Ведь девочка, которая, допустим, видит себя актрисой или, может быть, блогером, как сейчас это модно говорить, она вряд ли придет в следствие. Хотя, возможно, и такие случаи, я думаю. А вообще женщины, они же действительно очень сильные. Я обожаю высказывания Фаины Раневской, моей любимой актрисы, которая когда-то давно сказала, что женщины — это не слабый пол — это гнилые доски. Действительно, женщины, я считаю, что в определенной своей силе и функционале они правят миром, потому что мужчины, ну что мужчины? Мужчины, они, да, физически они сильнее, я с вами согласна. Они выполняют более такую, наверное, работу, как должны поддержать, где-то пожалеть, как мы это видим, да? Ну а женщины, они же очень, хотела сказать, продуманные. Ну, наверное, так и есть. Они могут построить тактику и как-то определить, выстроить определенные периоды жизни своей семьи для того, чтобы сделать, в принципе, и жизнь своих близких, и свою как-то лучше. И для того, может быть, чтобы это все пройти, чтобы стать все-таки настоящей, мудрой, умной женщиной, нужно очень многое в жизни испытать, потому что я уверена на 100%, что женщина, которая ни дня не работала, она не самореализована, она не сможет действительно в какой-то, может быть, сложный момент принять сильное, волевое и правильное решение. Поэтому я считаю, что пройти определенные периоды трудные в жизни, когда ты сталкиваешься с какими-то опасностями, с какой-то, может быть, действительно неразрешимыми порой проблемами, которые в итоге получается решить, это, наверное, все-таки определенная такая характеристика людей, которые себя видят вот в следствии и так далее. Может быть так. А мои коллеги-женщины, я ими искренне восхищаюсь, потому что видишь каждый день их работу. Я вот, честно говоря, не понимаю, как молодые девочки работают в городском отделе, где-то на территориях, на севере, потому что, ну, это настолько сложно и настолько, на мой взгляд, сложно удерживать какое-то равновесие, когда ты видишь человека, который совершил убийство детей, допустим, или что-то похожее. Да. И ведь нужно понимать, что ты сейчас отключаешь все эмоции, ты видишь перед собой человека, который будет себя защищать и который, может быть, где-то там в определенной стадии все-таки строит какие-то иллюзии по поводу того, что, ну, девчонка молодая, что она сможет. А такие девчонки из таких и вырастают матерые, в хорошем смысле волчицы, которые становятся профессионалами и которые действительно дают фору, может быть, и мужчинам. Вот я думаю так. Вот вы, Надежда, в системе 30 лет почти, да? И какая сейчас как изменилась преступность? Какие тенденции вы замечаете? Ну, преступность стала, как и наша жизнь, более изощренная, наверное, потому что различные информационные технологии, они позволяют преступникам изыскивать совершенно разные способы для того, чтобы обмануть людей, чтобы совершать преступления и так далее. Мы все видим, что сейчас очень активизировались телефонные мошенники. Я очень люблю с ними общаться. Это настолько интересно, мне нравится их доводить до нервного срыва. В угол загнать, да? Да. Вот. Ну а вообще, да, конечно, очень прибавилась работа у сотрудников правоохранительных органов, потому что, опять же, возвращаясь к нашей жизни, в отношении детей совершаются такие преступления подобные, потому что люди регистрируют страницы в социальных сетях от чужого имени, начинают переписку с подростками. Они пытаются войти к ним в доверие, какие-то предлагают в итоге действия совершать, после которых детей загоняют в угол. И вот в такие моменты очень важна поддержка со стороны семьи. Опять-таки нужно понять, что если ребенок стал замкнутым, скованным в себе, на это нужно обратить внимание. Вот. Ну и с этим, я думаю, что благополучно борются все службы, потому что не бывает хорошего результата позитивного при отсутствии взаимодействия. Все службы, которые стоят на страже закона, они, конечно, между собой сотрудничают, взаимодействуют и очень друг другу помогают. И я уверена, что будут изобретаться не только какие-то мошеннические схемы, там, преступные, но у нас растет и очень хорошо криминалистическая техника, возможности криминалистической техники. Они идут далеко вперед, рассказывать об этом нельзя, потому что это воспринято как руководство к действию в определенный момент. Но наши криминалисты очень сильны, и я думаю, что в любом случае закон, он всегда сильнее противоправных действий. Работа все-таки у вас сложная, но тем не менее, наверное, какие-то курьезные ситуации бывают там.
какие-то ну, вот, запоминающиеся там моменты? Да, я очень часто вспоминаю одну историю, которая произошла со мной еще во время моей работы в госавтоинспекции. Это был один из так называемых пьяных дней, вечер или даже ночь субботы, когда водители на тот момент еще могли себе в большем количестве позволить сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. И вот во время одного из таких рейдов сотрудники, мои коллеги, инспекторы остановили микроавтобус. Как сейчас помню, на перекрестке Ленина-Кулаковского открыли двери. Ну, картина, конечно, была потрясающая, я больше такой не видела. Водитель был тоже в состоянии алкогольного опьянения, как потом выяснилось. И в салоне автомобиля просто человек 5 были уже в отключке совершенно. То есть у них была прекрасная вечеринка, после которой они отправились путешествовать дальше. Ну, разумеется, водителя пригласили в салон патрульного автомобиля, начали оформлять документы соответствующие. И в тот момент, когда я вот как раз работала с камерой, этот товарищ предложил мне выйти за него замуж. Мы с ним потом очень интересно общались. Прям-таки на улице? Прям в патрульном автомобиле. Он сказал: я брошу все, оставайся со мной, мы будем счастливы. Может, он таким образом хотел сгладить свою вину? Ну, я не знаю его мотивов, но мы очень тогда повеселились, душевно побеседовали. Ну, конечно, на следующий день, когда он уже пришел в ГАИ, это был совсем другой человек. Вот. Ну, вот такие случаи бывают, наверное, у каждого сотрудника, может быть, в разной степени отличаются обстоятельства. Надежда, вы всегда вот потрясающе выглядите, такая красивая женщина. И в чем секрет вашей красоты? Ну, секрет красоты женщины, наверное, это все-таки в большей степени это в ее духовном мире каком-то определенном, потому что я считаю, что меня очень сильно поддерживает мой врожденный природный оптимизм. Я люблю шутки, я люблю шутить над собой, мне очень нравится по-доброму, скажем так, шутить над моими коллегами, над моими близкими. И я считаю, что человек, который вот несет службу в таких структурах, он все-таки должен смотреть на мир как-то несколько по-другому, более оптимистично, потому что все-таки я считаю, что в жизни гораздо больше хороших людей, и нас вообще ожидают, я думаю, лучшие времена. Это мое убеждение, потому что я вот через какое-то время все равно придется выйти на пенсию. И, как говорят, после этого жизнь только начинается. Я в этом уверена на 100%, поэтому все-таки, наверное, это и дает сил. Спасибо, Надежда. Я вас еще раз поздравляю с нашим праздником. Также бодрого настроения, оптимизма. Потекла тушь у меня. И всего самого-самого хорошего. Спасибо. Следственный комитет Российской Федерации был выведен из состава прокуратуры и преобразован в отдельное ведомство 15 января 2011 года. Задача ведомства – предварительное следствие по наиболее сложным уголовным делам, расследование преступлений коррупционной направленности, тяжких и особо тяжких преступлений против личности. В настоящее время в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха-Якутия службу несут 24 женщины-следователя. Спасибо, Надежда, что пришли к нам в студию. Примите еще раз наши поздравления с нашим днем. И желаю бодрого настроения, веселого, весеннего, такого же оптимизма всегда и семейного женского счастья. Спасибо большое. И вас с наступающим. Спасибо. Ну, на примере наших сегодняшних героев, хрупких девушек, я хочу сказать, что женщины своей работой доказывают, что они не просто готовы быть в профессии на равных с мужчинами-коллегами, но и в чем-то превосходят их. Всего хорошего, до встречи ровно через неделю. Если вы попали в спорную ситуацию и хотите стать участником нашей передачи, то отправляйте сообщение по указанному адресу электронной почты и номеру телефона.